Здравствуйте, это программа «Интервью дня». Сегодня у нас в студии члены Госкомиссии по вопросам реализации языковой политики и сохранению национального языка в Республике Тыва, доктор филологических наук Кадрол Алексеевич Бичилдей и доктор филологических наук Байлак Чажол Наоржак. Здравствуйте. Добрый день. И тема нашей беседы – стратегия государственной поддержки и развития тувинского языка в Республике Тыва. Наверное, начнем вот с такого общего вопроса, Кадрол Алексеевич. Каково значение родного языка? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Несомненно, язык – это основа культурной и национальной идентичности любого народа. Поэтому регулирование языковых отношений является важнейшей составной частью Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Тыва. В связи с этим хотел бы обозначить три позиции. Главное, 68-я статья Конституции Российской Федерации гласит: государственным языком Российской Федерации на всей территории является русский язык. Это аксиома нашей жизни и государственной деятельности. Второе. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. Это тоже права, обозначенные для республик в нашей Конституции Российской Федерации. И третье положение. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Это базовые наши конституционные нормы. А в Конституции Республики Тыва есть специальная норма об установлении прав государственного языка в отношении тувинского языка в первом пункте, статья 5. И во втором пункте обозначено, что Республика Тыва обеспечивает гарантии соблюдения прав всех национальностей на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, что по содержанию идентично Конституции Российской Федерации. Это основа. Дорогие друзья, любой народ для того, чтобы чувствовать себя полноценным народом и нацией, должны прежде всего наряду с другими культурными ценностями и достояниями должно иметь право и возможность пользоваться родным языком. А что такое пользоваться? Это означает, что родной язык должен быть предметом обучения и воспитания на всех уровнях образования. Начиная с 2017 года тувинский язык перестал быть языком образования и обучения и воспитания на всей территории нашей республики. Это неправильные наши действия. Сами мы сделали таким образом. Никто ни из Москвы, ни извне, ни со стороны с нас такого не требовали. С благими намерениями повысить уровень знаний наших школьников и детей, было принято решение перейти во второй вариант третьего поколения федеральных государственных стандартов. Родной язык для человека – это то, без чего человек не может себя ощущать членом сообщества, членом народа. Поэтому я считаю, что мы сейчас уже обязаны просто исправить эту ситуацию, а для этого не нужно каких-либо серьезных разногласий и столкновений, а просто нам надо приступить к выполнению конституционных норм. Считаю очень важным бережно и конституционно правильно относиться к языковой политике. Наличие языковой политики в нашей республике будет свидетельством того, что у нас в соответствии с указом президента страны об основах традиционной культуры народов Российской Федерации, это предоставляет нам возможность сохранять и развивать тувинский язык на территории Российской Федерации. Само собой, мы за равноправный и равнозначный билингвизм. Русский язык – это в соответствии с тем, что это федеральный государственный язык. Конечно же,
все мы должны знать его на должном уровне и хорошо. И наряду с этим также мы имеем право знать, обучаться, воспитывать своих детей на своем родном языке. Это конституционные нормы. Спасибо. Байлак Тяжеловна, добавите? Да, сегодняшняя ситуация, конечно, наши сотрудники Института гуманитарных исследований и при правительстве республики провели большую работу исследовательскую по функционированию тувинского языка в нашем обществе и выявили проблемы. Проблемы обнаружились практически во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. Это не только сфера образования, это сфера науки, книгоиздания, сфера культуры, сфера информационных технологий. У нас очень много проблем как раз вот сейчас, сегодняшнее поколение, оно цифровое поколение. Будущее тувинского языка мы связываем с молодым поколением, с молодежью и детьми. И как раз вот в эту область цифрового развития тувинского языка предполагает большую работу в данной области, потому что мы не можем остановить этот процесс. Если мы не можем остановить процесс цифровизации, который касается всех языков, да, в мире, тогда мы должны использовать ее в свою пользу. Поэтому эта сфера тоже требует большого, серьезного внимания. Неиспользование тувинского языка как официального в государственном управлении, в муниципальном управлении, в других сферах, официальных сферах и неофициальных сферах сужает функции тувинского языка. Поэтому вот эти все проблемы были учтены и при разработке настоящей стратегии. Давайте еще раз уточним, вот каково положение тувинского языка в обществе, в народе, в госслужбе сегодня. И есть ли какой-нибудь положительный пример национальной республики, на который можно опереться? Да, проблемы обозначены, Байлак Тяжеловна здесь сказала. Самая главная проблема заключается в том, что сегодня тувинский язык в наших школах превратился как язык со статусом иностранного языка. То есть в неделю преподавания тувинского языка и литературы отведено 16 часов в неделю. Иностранным языкам отводится в неделю 21 час. Вот этот дисбаланс и превращение тувинского языка в язык изучения, а не обучения и преподавания и воспитания, вот в этом проблема заключается. Он должен быть языком преподавания родного тувинского языка, литературы, математики, природоведения и других социальных дисциплин на родном тувинском языке. Вот это и есть проблема. Собственно говоря, речь идет о возрождении школ с родным тувинским языком, школ, классов и детских садиков. Здесь еще есть проблема, связанная с родителями. Родители имеют право и обязаны передавать своим детям свой родной тувинский язык. Вот это взаимосвязанные вопросы должны быть решены по поручению главы республики стратегией государственной поддержки развития тувинского языка на период с 2024 по 2033 годы. Такая задача ставится в силу того, что дети перестали понимать и знать свой родной тувинский язык. Это не делает чести нам, как республике, нам, тувинцам, как родителям. И этот вопрос, в принципе, решается в пределах федеральной конституции, федерального законодательства, Конституции Республики Тыва и законодательства Республики Тыва по языку образования и обучения наших детей. И таким образом сегодня мы должны решать задачи, связанные с развертыванием школ, классов и садиков, которые ведут обучение
и преподавание на родном тувинском языке. Вот это и есть главная проблема и задача. Мы должны прийти к тому, что мы имели до 2017 года. Наши выпускники имели базовый, очень хороший уровень знания родного языка и очень хороший уровень знаний русского языка. А сегодняшняя ситуация в связи с падением общего уровня знаний школьников нашей республики, а это статистика, ставится вопрос о том, что дети должны иметь право и возможность обучаться, воспитываться и изучать свой родной язык наряду с государственным русским языком. Примеры, скажем так, положительного решения этого вопроса можно увидеть на практике Якутии, Татарстана, Башкирии. То есть я просто перечисляю в основном тюркоязычные народы. Там уровень знаний, если в Татарстане, например, я это очень хорошо помню, в начале 90-х годов количество говорящих в Татарстане на татарском языке не превышало 30%, то на сегодняшний день этот уровень знаний родного татарского языка достигает 80%. А мы были долгое время флагманом сохранения и развития тувинского языка, родного языка среди республик Российской Федерации. А сегодня мы от 96% знания родного языка в 90-х годах скатываемся к тому, что уже только 80% детей наших знают родной тувинский язык. Вот эти проблемы могут и должны быть решены на примере позитивного опыта других республик нашей Российской Федерации. В Якутии обучение детей и воспитание детей на родном якутском языке развернуто практически во всех школах, во всех национальных школах. И, само собой, мы не должны впадать в другую крайность, как иногда случается у нас в стране, начинать требовать, чтобы обучались на родном нашем языке и все поголовно. Так не должно быть. Это дело добровольное. Мы все советские дети в свое время учились практически до 7 класса. Все предметы были на тувинском языке. И это не помешало нам всем получить хорошее, добротное высшее образование, создать нашу современную интеллигенцию, науку. Поэтому я считаю, что надо воспользоваться позитивным опытом других республик и возродить систему обучения и воспитания детей на родном тувинском языке. Спасибо. Байрак Шажоловна, наверное, обучение языку – это не только собственный язык, а культура, обычаи. Я тут немножко добавлю. Это изучение тувинского языка как государственного. Вот эта позиция, тувинский язык можно изучать как родной язык, да, и как государственный. Что значит изучение тувинского языка как государственного? Это предоставление условий для желающих изучать тувинский язык, не тувиноязычных, и разрабатывать для них учебные материалы, в том числе и цифровые электронные материалы, доступные в интернете, бесплатные, чтобы, если мы будем говорить о том, чтобы тувинский язык знало больше людей, это должны быть доступные контенты, доступные материалы, доступные учебники. Вот в этом отношении у нас тоже вот особое внимание тоже уделяется. В этом и состоит значение паритетного двуязычия русско-тувинского, тувинско-русского. Ведь основа взаимопонимания, взаимоуважения народа в республике и вообще в мире основывается на том, на взаимоуважении языка, культуры другого народа, с которым ты живешь. Поэтому вот эта проблема у нас вынесена как отдельная задача.
Для возрождения языка, нашего тувинского языка, разработана долгосрочная стратегия. Какие цели и задачи она ставит? По предложению родителей, ученых, учителей, педагогов нашей республики, глава республики провел отдельную встречу со специалистами по вопросам общего состояния, использования, функционирования тувинского языка. И по предложению ученых нашей республики он принял решение и дал поручение разработать вот этот документ «Стратегия государственной поддержки развития тувинского языка» до 2033 года. Вот это и есть понимание главой республики той возникшей проблемы по обучению на тувинском языке и воспитанию тувинских детей на родном языке. И для того, чтобы снять этот перекос, было поручено, и мы выполнили задание главы республики по разработке такой стратегии. Его основное назначение и содержание мы должны поощрять и поддерживать равнозначный, равноправный, равноуровневый билингвизм, русский и тувинский языковой билингвизм. Сегодня у нас просто тувинский язык из сферы образования, там, где оно было языком обучения и воспитания, выпало, и необходимо вернуть эту функцию. Поэтому стратегии, основная цель ставится обеспечить равноправное и равнозначное формирование билингвизма в нашей республике, а также предусмотреть отдельные меры по возрождению и восстановлению в садиках, начальных школ, начальной, средней и старшей школе нашей республики, преподавание, обучение и воспитание на родном тувинском языке. И это должно идти не в ущерб знаний детей русского языка, других языков. Мы эту задачу выполнили. На днях Совет по языковой политике при главе республики рекомендовал главе, и это уже запускается, обнародовать и провести всенародное обсуждение, потому что язык – это вопрос, в котором разбирается каждый человек. Язык – это предмет собственной гордости, собственного самоуважения. Ну и язык является основой толерантных, взаимопонимающих отношений в обществе. Поэтому это решение мы тоже поддержали по предложению главы провести всенародное обсуждение. И по результатам принять вот этот документ и на основании его развернуть специальную, шаг за шагом, непростую работу. Эта задача может быть выполнена только в том случае, если это мы будем делать при поддержке и понимании родителей. Родители должны понимать, что человек является человеком поскольку он является носителем комплекса культурного наследия, в том числе языка. Поляк Тяжеловна, может добавить еще по путям достижения этих задач и пожелания родителям? По поводу родителей, можно я добавлю? Ребенок, который владеет двумя языками, он, как правило, авторитетные источники и авторитетные исследования показывают, что двуязычный ребенок, он, как правило, гибче, у него работает мозг, оперативная память, и он много запоминает. После второго языка он легче усваивает третий язык и другие знания. И вообще он очень быстро приспосабливается к окружающей действительности. Поэтому это владение двумя языками. Это же у нас такая вот уникальная возможность для тувинцев владеть двумя языками прямо с детства. Поэтому этим надо пользоваться и понимать это. Задачи для нас в течение 10 лет, до 1933 года поставлены большие, и нам нужно всем научному сообществу, педагогическому сообществу, государственному управлению, всем народам сплотиться и реализовать вот эти вот задачи. А для этого разработаны механизмы, которые предусматривают поддержку со стороны государства в плане финансовой поддержки, в грантах, которые будут поддерживать
популяризацию тувинского языка, изучение не только тувинского языка, но и фольклора, поддерживать авторов, которые пишут на тувинском языке, в том числе и для молодежи, поддерживать народные театры, работающие в области тувинской культуры, и конкретные шаги и механизмы разработаны для каждой сферы, для всех сфер, включая торговлю, бизнес, здравоохранение, даже сельское хозяйство. У нас в этом плане этот документ содержит все конкретные шаги. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Сегодня у нас в гостях были члены Госкомиссии по вопросам реализации языковой политики и сохранению национального языка в Республике Тыва Кадрол Бичилдей и Байлак Оржак. Всего доброго, до встречи!